Мовсар Вараев главным преимуществом своей работы считает возможность показать людям действительность. Молодого журналиста в эту профессию именно это и привело. По его словам, еще будучи подростком в средствах массовых информаций, он часто сталкивался с предвзятыми материалами некоторых журналистов про чеченский народ. И тогда он дал себе слово стать журналистом и рассказывать людям свою правду. Мир не только черно-белый. Но есть разные цвета, и в этом мире должно превалировать хорошее. То есть то, что хорошо, то, что людям нужно, то, что по исламу мы должны делать в этом мире, это нужно показать людям. Вот главный принцип работы моей в журналистике. Не случайно было принято решение начать семинар с демонстрации ролика. Его автор напоминает о том, что пережил наш народ. Ну а смысл в том, что своей работой журналисты могут сделать так, чтобы такое больше не происходило. Не зря сам фильм был назван «Помнить, чтобы не повторялось». В наши дни стремящихся показать реальность журналистов в мире встретишь крайне редко. Многие одержимы лишь высокими рейтингами и материальной выгодой. Однако таким людям нужно и можно противостоять. Главным рычагом, считают специалисты, должно стать объединение журналистов, которые могут и хотят судить о происходящем объективно. В Чеченской Республике около 500 журналистов. Это огромная армия, которая может противостоять своим словом, пером против любого зла. Я хотел бы привести цитату нашего первого президента, героя России Ахмада Хаджи Кадырова, Далды Алвелиза, который сказал: «Мое оружие – это правда, и перед этим оружием бессильна любая армия». Но мы должны понимать то, что да, нам сегодня остается говорить только правду, но эту правду надо преподносить. На данном семинаре говорили о том, что журналисты нашей республики должны активизировать свою работу, направленную против экстремистских проявлений. Сегодня, объединившись вместе, акулы-пера, как их принято называть, могут словом противостоять любым негативным проявлениям в обществе. В частности, здесь затронули тему сайтов, которые занимаются разжиганием межнациональной агрессии. Прежде всего, должна быть ответственность и гражданская позиция. Это, во-первых, по крайней мере, я так думаю. И во-вторых, нужно быть, особенно журналисту, в курсе всего, что происходит вокруг него. А не просто замыкаться там, написать дежурную статью и отвести в свою редакцию. Ищину, французский журналист. Хиловать, я хиловать. Отслеживать все события. И вмешиваться, и занимать активную жизненную позицию. Вот это главное условие. Главное условие противодействия той беде, которая у нас уже была. Благодаря Чеченской Республике огромные достижения на современности, я хотел сегодня подчеркнуть. Благодаря нашему министру Шамсару Юнусовичу Саралиеву, вот это вещание Грозненского государственного телерадиокомпании «Грозно», вещание на спутниковое, скажем, спутниковое вещание, большинство мнения, которое сложилось за пределами нашей республики, по отношению нашей республики, большинство изменилось мнение многих людей. Также в семинаре активное участие принимали молодые журналисты, которые находились в зале. Их, в частности, интересовали меры воздействия, которые можно применить в борьбе с экстремистскими сайтами и изданиями. Здесь была принята резолюция обращения к руководителям СМИ Чеченской Республики. Она, по мнению собравшихся, должна стать пособием для журналистов по оказанию противодействия терроризму и экстремизму в любых проявлениях. Также здесь наградили от имени министра Чеченской Республики по внешним связям, национальной политики, печати и информации Шамсаила Саралиева тех журналистов, которые на протяжении своей трудовой деятельности объективно освещали все события, происходящие в стране. Джакаева Регина Алаудиновна, корреспондент редакции аналитических программ ЧГТРК Грозный. Зарима Мудаева, Халид Мавсаев, Ваха Кантаев. Новости.